Коми не хватает педиатров и эндокринологов, а именно эндокринные заболевания среди подростков сегодня вышли на первое место, говорят врачи, рост на 40%. Я на протяжении последних 5-7 лет езжу на ярмарку вакансий. У них первый вопрос – сколько я буду получать на ставку? Я ему свою брошюрку говорю, вот средняя заработная наших врачей 118 тысяч. Абсолютно четко. А он говорит, нет, а я-то сколько буду получать? Нагрузка большая, работа ответственная. К тому же сегодня медики, будь то врач или средний медицинский персонал, могут выбирать – работать в городских больницах, либо в частных клиниках, санаториях, либо вовсе переехать в районы. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» хорошо мотивируют. Вместе с выплатой медиков зачастую обеспечивают жильем. А еще для врачей и фельдшеров в малых городах и селах с марта этого года вводят новые дополнительные ежемесячные выплаты. Вот и получается, что вопрос с кадрами в первую очередь решается на селе. Нам нужно кардинально менять подход к привлечению кадров. Мы ездим, я езжу и мои замы ездят на ярмарку вакансий. В Архангельск, очно в Киров, в Ярославль, в Санкт-Петербург. Мы разговариваем со студентами, с выпускниками, с клинординаторами. И, конечно, всех интересуют те социальные условия, которые предоставляет регион. И вот надо сказать, что мы хотим выступить с предложением, дабы привлечь кадры, решить вопрос привлечения кадров путем выделения жилищных сертификатов. Коми республиканская детская больница ежегодно принимает более 12 тысяч пациентов. Помещений не хватает, но скоро эта проблема разрешится. Рядом с основным зданием идет возведение нового корпуса. Там развернутся несколько отделений. Но, к примеру, педиатрия останется в старом здании. И эти помещения необходимо отремонтировать. Выделение необходимой суммы, а это 41 миллион рублей, депутаты Госсовета рассмотрят на ближайшей сессии. Сегодня, на наш взгляд, республиканская детская клиническая больница, она должна стать эталоном и образцом, если мы хотим видеть будущее поколение здоровым. Отделение реабилитации Коми республиканской детской клинической больницы уже славится на всю страну. В рамках проекта «Оптимальная среда медицинской реабилитации» закупили новейшее оборудование. Наши врачи даже успевают заниматься с детьми Кировской и Архангельской областей. В Коми готовы приезжать пациенты и из других регионов России. Родители наслышаны о профессионализме врачей и успехах детей после лечебных занятий. Все возможности принимать больше пациентов есть. Важнейшая задача – привлечь медицинских специалистов. Татьяна Супряткина, Алексей Пашуков, телеканал Юрган.